Жительница жилмассива Мурас-Урдо, чей младший сын был убит, а старший подозревается в преступлении, сделала видеообращение. Она обвинила милицию во лжи. По ее словам, допрос подозреваемого проводился без присутствия родителей, как это было сказано ранее. Женщина считает, что расследование велось необъективно. Прибывшие на место трагедии оперативники выполнили свою работу непрофессионально. Видеообращение женщина опубликовала пользователь Facebook Алтынай Арстанбекова. Милиционеры лгут, когда говорят, что с помощью кинолога нашли моего старшего сына среди камышей. Это ложь. Говорят, что допрос осуществляется в присутствии матери. Это тоже неправда. Меня никуда не звали, я нигде не участвовала. Они самостоятельно допросили и возложили вину на моего сына. Я это так не оставлю. Я пойду до конца. Он что, скот, чтобы его взять, повезти и закрыть в изоляторе? А как же родители? На допрос хоть кто-то из нас должен был участвовать. Ни папа, ни мама не участвовали. Младшего зарезали, как цыпленка. Где справедливость? Я буду жаловаться везде. Мать убитого ребенка считает, что на ее старшего сына оказывали давление, поэтому он не может сказать правду. Женщина попросила президента Садыра Джапарова обратить внимание на данную информацию. Она утверждает, что настоящие преступники находятся на свободе. Уважаемый президент Садыр Нургожоевич, обратите внимание на эту ситуацию. Воры гуляют на свободе, убив моего сына. Второго закрыли за решетку. Завтра это может повториться в другой семье. В свою очередь в пресс-службе ГУВД Бишкека прокомментировали заявление пострадавшей. Следствие и оперативно-розыскные мероприятия ведутся в соответствии с действующим законодательством. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия проводятся в рамках досудебного производства, ведутся в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Задержанный Асы дал признательные показания в присутствии законного представителя, адвоката и социальной защиты. Также были получены показания от очевидцев. Отметим, что в ходе следствия были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для дела. Также в ГУВД призвали отдельных лиц не использовать трагическое происшествие. Призываем отдельных лиц не использовать трагические происшествия и горе людей ради создания искусственного резонанса, прекратить распространять неверные информации и не вводить в заблуждение граждан. Между тем, родители убитого мальчика и старший сын, который содержится ныне в ИВС города Бишкек, обратились в институт омбудсмена с просьбой оказать юридическую помощь, также оказать содействие в разбирательстве по данному делу. Сразу после обращения сотрудники ведомства посетили ИВС, получили соответствующую информацию. Информация следующего характера, что задержанный старший сын гражданина, который к нам обратился, каких-либо жалоб и претензий не имеет. Вместе с тем судом в настоящее время избрана мера пресечения в виде содержания в исправительном учреждении до 17 мая. Напомним, в жилмассиве Мурас-Урдо на окраине Бишкека 17 марта было обнаружено тело 12-летнего мальчика. Тело подростка обнаружила его мама, которая ей позвонила в милицию. В тот день за мальчиком присматривал его 16-летний старший брат, так как родители были на работе. Однако в доме его не оказалось. Юноша был объявлен в розыск и задержан в тот же день неподалеку от СС Бишкек. Досудебное производство продолжается. Азамат Киндешев, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ.